Придорожная торговля по-прежнему популярный способ заработка в нашем регионе. Малый бизнес не стоит на месте даже в холодное время, когда яблоки, мандарины и всеми любимая черемша разлетаются как горячие пирожки. Но, к сожалению, продавцы не всегда ведут свою деятельность законным путем и приторговывают где придется. У вас есть налоговая регистрация, чтобы здесь стоять? Вы согласовались с администрацией? А? Первый раз. Но вы знаете, что нужно получить налоговую регистрацию, чтобы здесь стоять? А то, что 25 метров от дороги нужно стоять, вы не в курсе? На все наши вопросы ответ один – не знаю. После непродолжительной беседы продавец пообещал, что соберет товар и покинет это место. А вот еще одна точка в самом центре Карабулакской развязки. Помимо ранее озвученного разрешения на торговлю, нет никаких документов на товар. Откуда привезли, качество – все это тайна. А значит небезопасно, как, впрочем, и стоять у самого края дороги. Вы же знаете, весь угарный газ, вся пыль, которая с этой дороги падает на ваши продукты. Люди это потом покупают и едят. Это же неправильно. Желание реализовать свою продукцию чуть ли не проезжей части вполне понятно. Продавцы хотят, чтобы их заметили. Но статистика гласит, что придорожная торговля – одна из частых причин ДТП на трассе. Большая часть покупателей – водителей, которые привыкли покупать фрукты, овощи и другую продукцию на подобных точках. Так называемый бизнес на обочине зачастую создает реальную опасность дорожному движению. Останавливаясь на придорожной полосе, они мешают движущемуся транспорту. К тому же на федеральной трассе, где мы сейчас находимся, идет реконструкция, и приторговывать здесь запрещено вдвойне. Специалисты Роспотребнадзора ежегодно проводят рейдовые мероприятия по несанкционированной придорожной торговле. Такие проверки зачастую приносят результат, но ненадолго. Если налоговая регистрация у таких лиц имеется, то непосредственно сотрудниками Роспотребнадзора проверяется наличие сопроводительных документов на все реализуемые продукты. Наказания административные, штрафы по соответствующим статьям. По статье 6.6 зачастую при нарушениях в области питания. В Роспотребнадзоре напоминают, что вести свой небольшой бизнес никто не запрещает, если предприниматель честен. Чтобы не попасть под административную ответственность, нужно собрать необходимые документы и узнать в местной администрации разрешенные для торговли места. Микаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Магомед Детигов, Новости 24.